Министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков проверил ход подготовки к параду, посвященному 80-летию Победы. Он посетил столичную войсковую часть 68-665, где развернуты полевой и технический лагеря для военнослужащих. На территории части в течение 2 недель был развернут палаточный городок, рассчитанный на проживание 5000 человек. На сегодняшний день здесь установлены 186 жилых палаток, 11 пунктов хозяйственного довольствия, 12 палаток для бытового обслуживания, 7 полевых банных комплексов, полевой госпиталь, автопарк и ремонтно-восстановительные пункты для техники. Министр обороны обошел жилую, медицинскую и техническую зоны, а также автопарк, ознакомился с условиями проживания военнослужащих, а также содержанием и обслуживанием вооружения и военной техники. В Астане глава оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков провел встречу с членами Центрального совета Республиканского общественного объединения «Ветераны вооруженных сил» и представителями региональных филиалов организации. На мероприятии обсуждались вопросы военно-патриотического воспитания молодежи и социального обеспечения военных пенсионеров. По итогам совещания принят документ, предполагающий совместные шаги по развитию военно-патриотического воспитания и улучшению социального обеспечения военных пенсионеров. В акватории Каспийского моря прошло учение военно-морских сил Казахстана, за активной фазой которого наблюдал первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов. В рамках учения прошли практические стрельбы по морским минам, надводным и воздушным целям. Были выполнены задачи по отражению различными средствами атак катеров «Камикадзе», беспилотных летательных аппаратов и средств воздушного нападения. В Национальном университете обороны состоялся брифинг, на котором заместитель министра обороны генерал-майор Бахытбек Сыдыков обозначил приоритеты сотрудничества оборонного ведомства с вооруженными силами других государств. Заместитель министра обороны также выразил признательность военным атташе, вносящим вклад в укрепление международных отношений между вооруженными силами. От имени военно-дипломатического корпуса с ответным словом выступил дуаен полковник Дмитрий Кураш, представляющий вооруженные силы Беларуси. Он поблагодарил казахстанскую сторону за плодотворное сотрудничество, основанное на доверии и взаимовыгодном партнерстве. Министерство обороны Казахстана посетила военная делегация Руанды. Визит зарубежной делегации совершен в рамках договоренности, достигнутой в ходе встречи глав оборонных ведомств двух стран, состоявшейся в сентябре прошлого года. Стороны отметили имеющийся потенциал в области военного сотрудничества и выразили стремление к установлению равноправных партнерских отношений. На сегодняшний день в регионах страны в противопаводковых мероприятиях задействованы около 2300 человек и выделено более 770 единиц техники. Помощь местным службам и населению оказывается в Акмолинской, Абайской, Североказахстанской, Костанайской, Западноказахстанской, Атырауской и Актюбинской областях. Личный состав бригад и воинских частей занимается укреплением берегов рек, установкой профлистов, заготовкой и укладкой мешков с грунтом. В Актюбинскую область прибыли военнослужащие инженерно-саперной бригады города Кунаев. Доставлены элементы понтонно-мостового парка, включая 2 крупнотоннажных автомобиля-вездехода с сегментами понтонного моста, плавающий транспортер и 2 буксирно-моторных катера на базе КАМАЗа и КРАЗа. Военные инженеры готовы в любой момент развернуть временную переправу на реке Уил. В Актауском гарнизоне на плацу военно-морской базы состоялась торжественная церемония прощания матросов с боевым знаменем. Этот важный момент в жизни 179 военнослужащих, проходивших службу в дивизионе разнородных кораблей, десантно-штурмовом батальоне и комендантской роте, ознаменовал завершение благородной миссии и переход к гражданской жизни. В ходе весенней призывной кампании из воинских частей Актауского гарнизона будут уволены в запас около 1500 военнослужащих срочной службы. Более 170 военнослужащих, прошедших отбор в бригаде морской пехоты регионального командования «Запад», примут участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Офицеры, военнослужащие по контракту и 160 солдат срочной службы из Актауского гарнизона пройдут торжественным маршем 7 мая в парадном строю по площади Казах-Еле в Астане. В Республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» и его филиалах в городах Щучинск, Балкаш и Туркестан в текущем году отдохнут более 1100 детей военнослужащих вооруженных сил Республики Казахстан.
Это стало возможным благодаря совместному плану Министерства обороны и просвещения, направленному на развитие военно-патриотического воспитания и организацию досуга школьников. При направлении в центр Балдаурен приоритет отдается детям военнослужащих, проходящих воинскую службу в отдаленных гарнизонах, из многодетных и неполных семей. Организуется также отдых детей с особенными образовательными потребностями. Воспитанники детской творческой студии «Жас Сарбаз» Национального военно-патриотического центра достойно представили страну на международном конкурсе «I Love to Dance», прошедшем в столице Узбекистана Ташкенте. Поездка оказалась для юных артистов особенно успешной. Коллектив завоевал главный приз Гран-при, а также первое место в номинации «Лучший народный танец» в возрастной категории от 7 до 13 лет. Всего в международном конкурсе приняли участие 36 творческих коллективов.